Накануне на Ингушетию обрушился ураган. В некоторых населенных пунктах ветер повалил деревья и срывал крыши с частных построек. Грозовой циклон повредил электросеть. Жители нескольких населенных пунктов остались без электричества. Последствия непогоды всю прошедшую ночь и весь день устраняли более 20 бригад энергетиков. Слово Индири Манкивы. Поваленные деревья, сорванные крыши, поврежденные линии электропередач. Основная электростанция, от которой распределяется электричество в Назрановский район и Сунжу, в результате сильного ветра пострадала. Снесло крышу рядом располагающегося объекта, а обломки, как вы можете видеть, разбросаны по всей округе и даже висят на электропроводах. Один из эпизодов вчерашней стихии. У нас повалено более 108 опор высоковольтных. Отключались практически все подстанции ввиду того, что крыша с этого дома коснулась 110 тысяч линий. Отключила узловую станцию, подстанцию Плиева, и, соответственно, оттуда пошли отключения и на Назрань, и на Слепцовск-1. С 23 часов 50 минут прогноз наш оправдывается. У нас по всей республике прошлись, за исключением Джаралского и Малгибекского района, прошлись у нас сильные дожди и шквалистое усиление ветра. В результате прохождения с комплекса неблагоприятных метеоявлений по республике зафиксированы у нас отключение энергоснабжения, причиной которой являются многочисленные обрывы линий электропередач. Также зафиксировано у нас несколько случаев падения деревьев на автомобили и частные дома. С 11 часов ночи группа рабочих МРСК трудится здесь. Ни дождь, ни ветер им не помеха. Главная их задача – быстро завершить ремонтные работы и наладить подачу электроэнергии в населенные пункты республики. Линия 121, 122, 110 киловольт. Вот за этой крыши замкнуть авиагацию, отключилась линия. Будем еще у нас есть, линию надо сделать еще. Ну, до победного конца будем работать сегодня. Здесь 2 единицы техники и 5 человек бригада. 2 единицы техники. И на другом участке у нас 2 единицы техники, 3 человека, 3 бригады. Нескончаемый дождь, лужи, грязь и разбросанный строительный мусор. Помимо всего прочего, от этого сильного ветра пострадал и частный сектор. Из-за сильного ветра во дворе Ингушского госуниверситета рухнуло дерево. Как мы видим, зацепив с собой провода. Они, к счастью, обесточены и себя никакой опасности не представляют. Остановка, которая находится рядом, тоже целая, и забор практически не пострадал. К ликвидации последствий ЧС здесь также приступили, не откладывая. Быстро подогнали технику и рабочих. Сейчас здесь много студентов, поэтому нужно все убрать как можно скорее, отмечают работники МРСК. Вот у нас обрыв проводов высоких линий по 6-му фидру. Вот сейчас наша выездная бригада ОБ выехала. Устраняем эти чрезвычайные положения в данный момент. Работы по ликвидации ЧС будут продолжаться сегодня целый день, пока все поврежденные линии электропередач не будут восстановлены. Индира Манкива, Рамзан Миржоев, Новости 24.